Руслан Раждинович Кишмаря родился 2 июня 1959 года в селе Река Ачимчирского района. В 1976 году окончил среднюю школу номер 5. С 1976 по 1977 годы работал лаборантом кафедры химии Ульяновского высшего военно-технического училища, затем служба в советской армии. С 1989 по 1992 годы работал на различных должностях. Он принимал активное участие в боевых действиях в Отечественной войне народа Абхазии. Был начальником штаба, а впоследствии командиром Гагарского батальона Гуместинского оборонительного рубежа. В мае 1993 года возглавил спецгруппу «Дельфин» Восточного фронта. Вспоминая боевого товарища, Илья Гамисуня подчеркнул значимость вклада Руслана Кишмаря в победу над грузинским агрессором на Восточном фронте, а также в становлении послевоенного абхазского государства. С Русланом мы познакомились после его прибытия на Восточный фронт в мае 1993 года. Он прибыл со специальной группой «Дельфин». Вот эта группа приднестровских ребят. И мы совместно обсуждали ряд важных операций, как на Рекинском направлении, так и направлении Кадорского ущелья. Это был человек, который владел массой полезной информации. Руслан был прирожденным разведчиком. Значит, у него было много связей. Он очень хорошо говорил на местных языках, и значит, нам с ним было очень легко строить отношения с местным населением. Он помогал нам в вопросах создания разведподразделений. При всем том, что значит, он прибыл на Восточный фронт не с самого начала был на Восточном фронте, но он прекрасно знал эту территорию, прекрасно знал, значит, сам, будучи рекинским парнем, прекрасно знал всю обстановку. С 1993 по май 1994 года Руслан Кишмаря занимал пост начальником Галского районного отделения службы государственной безопасности. В период с 1996 по 1998 являлся депутатом Народного собрания республики. После войны в 1996 году, как он был избран в парламент Республики Абхазия. Мы находились в одном комитете по законодательству, проработали 5,5 лет вместе. Очень грамотный юрист был. Где-то что-то, если не понимали, он подсказывал, как имевший более опыта больше, чем мы, которые пришли в парламент впервые. Руслан Кишмаря многое сделал в налаживании диалога с грузинской стороной, являлся активным участником переговорного процесса при посредничестве международных организаций, много сделал для установления правопорядка и мирной жизни в Галском районе, будучи главой администрации и полномочным представителем президента Абхазии в Галском районе. Вот как он сам оценивал свою работу как переговорщик. Основная задача наша была это обезопасить наш район. Мы это сумели сделать благодаря присутствию здесь и российских пограничников, и наших пограничников. Совместными усилиями ситуация резко улучшилась. Второй вопрос – это об отношениях между Абхазией и Грузией. Я сказал, что на сегодняшний день у нас нет никаких отношений и быть не может. Почему? Потому что нет веры и доверия им. Это первое. И второе, можно о чем-либо говорить лишь после того, как только будет подписан договор о ненападении, гарантиях безопасности. И гарантами в этом случае должны выступить мировое сообщество. Почему? Потому что бумага для Грузии тоже ничего не будет означать. Последующие годы после парламента, вплоть до 2004 года, Руслан Раждинович занимал пост главы администрации Галского района. В апреле 2016 года указом президента Рауля Хаджимба Руслан Кишмаря был награжден орденом Леона. Рената Шакай, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.